Якутия услышана. Законопроект о дальневосточном гектаре будет вводиться поэтапно после апробации в отдельных муниципальных образованиях, а территории исконного проживания коренных малочисленных народов Севера и место традиционного природопользования предлагают запретить к раздаче. Все эти предложения глава Якутии Егор Борисов озвучил накануне в Москве во время обсуждения законопроекта у вице-премьера Юрия Трутнева. С подробностями Туяра Филиппова. Особенность Якутии такова, что, живя на огромной территории, которая к тому же богата полезными ископаемыми, вести учет всех используемых земель и контролировать эти процессы довольно затруднительно. И поэтому вероятность того, что при реализации закона земля достанется и будет осваиваться нечистыми на руки гражданами, больше всего тревожит якутян. Накануне первого чтения законопроекта в Госдуме по инициативе общественного движения «Серь» якутяне вышли на пикет. Мы хотим, чтобы такие серьезные законы они проводились очень основательно и обдуманно. Потому что недавно мы прошли уже школу нашей приватизации, да, когда каждому жителю Российской Федерации обещали маленький кусочек производства. В итоге все эти лакомые кусочки оказались в руках некоторых олигархов. Волнение общественников в некоторой части разделяют и власти. Депутаты Ильтюмен направили свое заключение по проекту в Госдуму. Хочу подчеркнуть, что официально направлено к постановлению отражены те предложения представителей не только органов власти, но и общественности, науки, которые приняли самое активное участие. Одновременно власти на местах ведут активную работу по оформлению имеющихся у них земель. Если в Вилюйском и Верхневилюйском улусах свои права на территории оформили 100%, то в других, особенно в северных, ситуация иная. К примеру, в Кобяйском улусе этот показатель составляет всего 4%. Всего под раздачу может попасть 21% земель Якутии. Это примерно 65 миллионов гектаров. На местах, значит, и органы местного самоуправления, и органы, которые регулируют подачу информации на реализацию этого закона, крепко бы подумали, чтобы таких конфликтов не возникало. То есть вели бы работу очень усиленно, в кратчайшие сроки. В Министерстве имущественных отношений призывают муниципалитеты активизировать работу по оформлению земель. При этом считают, что вероятность оформления уже занятых земель будет минимальна, так как учет свободных земель будет основываться не на данных кадастра, а на специальной электронной системе, куда уже вносятся все имеющиеся изменения. Так что жители других регионов вряд ли займут чей-нибудь участок. К тому же уже решено, что закон после принятия будет вводиться поэтапно, как и предлагали ранее власти Якутии. Вначале земли будут выдавать местным в отдельных муниципалитетах. Затем с осени 2017 года закон распространится на всех граждан страны. И это в том случае, если реализация покажет свою конструктивность. Также предложено в рамках второго и третьего чтения установить запрет на предоставление земельных участков на территориях исконного проживания коренных малочисленных народов Севера и местах традиционного природопользования. Об этом же шла речь на рабочем совещании у Юрия Трутнева в Москве, где Егор Борисов вновь озвучил позицию республики. Субъекты Российской Федерации и муниципалитеты будут втянуты в регулирование этих процессов. В этом случае, конечно, появится возможность регулировать с учетом интересов наших людей, с участием местных органов власти. Ко второму и третьему чтению законопроекта будут детально определены механизмы реализации закона. И уже сейчас ясно, что без учета особенностей региона, а главное мнения его жителей, не обойтись. Второе чтение законопроекта об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном федеральном округе предстоит уже в начале следующего года. А с 1 мая 2016 года закон уже должен начать действовать. Туяра Филиппова, НВК «Саха», Якутск.